Несмотря на все предпринятые меры по популяризации вакцин от коронавируса, многие в республике пока еще предпочитают не совершать визиты в прививочные пункты. Примечательно, что в их число входят и медицинские работники, уклоняющиеся от этой процедуры под самыми различными предлогами. А есть и те, кто с пониманием относится к вакцинации. Сотрудники научно-исследовательского института экспериментальной патологии подают хороший пример. А все благодаря директору института. Год тому назад, когда мы увидели, что и темпы вакцинации низкие, и тогда был как раз подъем заболеваемости, я всех собрал, и, наверное, это не очень было законно по тому времени, но сказал, те, кто не будет вакцинироваться, пусть идет домой и сидит дома без зарплаты. Мы собрали людей и так заявили, и после этого мы просто в некоторых случаях вынуждены были посылать людей домой. Не выгоняли с работы. Сегодня мы все находимся в одном большом очаге инфекции. Так что вакцинация – это не просто вопрос своего личного здоровья. Это безопасность близких, коллег и страны в целом, добавил Зураб Миквабия. Количество больных-то увеличивается. А смотрите, сейчас вообще ситуация очень плохая, потому что русский госпиталь уже уезжает. А все наши стационары, они заполнены, просто заполнены. Вот. Поэтому если мы не сделаем упор на вакцинацию, я не знаю, будет очень плохо. Некоторые страны Европы и некоторые регионы российские приступили к обязательной вакцинации. Вот. И я думаю, что нам нужно идти по этому поводу. В научно-исследовательском институте экспериментальной патологии работают 229 сотрудников, 70% уже привиты. Здесь проводили и проводят ряд экспериментов по выявлению и лечению сложнейших заболеваний. По сей день в лабораториях испытывают вакцины, которые дают положительный результат. Сомнений эффективности прививки от коронавируса нет, говорят специалисты. Мы здесь занимаемся доклиническими исследованиями вакцины. Как раз сотрудничаем с институтом Гамалеи 10 лет уже, и поэтому мы доверяем, я лично доверяю, и с удовольствием привела всю свою семью и сделала прививку. Я как научный сотрудник НИИ немножко не понимаю тех врачей, которые дают отрицательный ответ на вакцинацию в плане того, что не хотят сами вакцинироваться, своих родственников не хотят вакцинировать. Мне это непонятно. Теона Каландия тоже вакцинировалась. Она заведующая лабораторией экспериментальной гематологии. В ее подчинении больше 10 человек. Самому старшему сотруднику 85 лет. Все они привиты. Сильный иммунитет – это своего рода броня для организма, считает Теона. Медицинские работники в силу специфики своей деятельности нуждаются в особо прочной, непоколебимой защите здоровья. Такую защиту эффективно обеспечивает вакцинация, добавила она. Я считаю, что медперсонал находится в зоне риска. А если есть возможность хоть какой-то повысить шанс выживаемости или не заболеть, мы все знаем, что вакцина – это не стопроцентный вариант не заболеть. Но, тем не менее, она резко повышает шансы хотя бы не свалиться пластом. Даже когда вакцинирован болеет тяжело, это совершенно другой процент людей. Их намного меньше, чем если бы это было не вакцинировано. Год назад научно-исследовательский институт обратился в Министерство здравоохранения с инициативой о создании выездных бригад с вакцинацией в села. Но пока работа в этом направлении не проводится. Если вы слушали последнее выступление министра, будут направляться в села машины с вакциной. Я просто думаю, что вот эта политика вакцинации, она должна быть более агрессивной. Если люди не идут к нам, мы должны выходить на людей. А по-другому не получится. Важно понять, что вакцинация тоже лекарство, только более эффективное, чем другие препараты, потому что она предупреждает возникновение заболевания, порой очень тяжелого. Вакцинация – выход из сложившейся ситуации, считают врачи. Сария Кварацхель, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.